Меня зовут Имашев Жалел Куватович. Я работаю в ТО «Казмес» управляющим. Данная компания занимается разведением бердина ангусов. У нас пастбищный и стойловый период. Пастбищных 8 тысяч гектар. На этой именно территории у нас 3 тысячи гектар. Здесь у нас поставляется около 1500 голов. Это телята у нас возрастом 5-6 месяцев. Здесь средний вес телят 250 килограмм живого веса. Эти телята у нас получены благодаря селекции. Мы ориентируемся, самое главное, это на мраморность, легкость отела и вес при отъеме. Основное у нас кормление – это сено, люцерна и концентраты. Также у нас есть минеральные подкормки обязательно, соль и минеральные добавки. Для животноводства очень большое значение имеет главный учет животных. В нашем хозяйстве используется чипирование животных. Здесь вся информация о корове. Вот вес его, какие манипуляции с этой коровой проводились, осеменение, когда она ректалилась и когда она готова к отелу. В прошлом году мы привезли с Австралии 1500 голов, и они очень хорошо приспособились к нашему региону, это в Алматинской области. Вот они у нас сейчас пасутся в высокогорье, на равнинах. Адаптация у них очень хорошая к местным условиям, и они неприхотливые. У нас скот пасет 2000 над уровнем моря, и они себя очень прекрасно чувствуют. Мы с вами сейчас находимся на откормочной площадке Казмяса. Здесь у нас находятся на откорме сейчас телята абердин-ангусской породы. Предпочитаю работать именно с абердин-ангусской породой по той простой причине, что эти животные максимально подходят для низкострессовой системы откорма, при которой воздействие человека на животное абсолютно минимальное. В среднем у нас телята на откорм встают весом от 350 килограмм. Финальный откорм занимает от 90 до 120 дней. В принципе, абердин-ангусская порода абсолютно не привередлива к еде, они не привередливы к рациону. То есть в данном случае мы откармливаем кукурузой, но можно откармливать и любыми другими зерновыми концентратами, ячмень, овес, пшеница, все что угодно. То есть под них очень легко подобрать рацион в зависимости от региона откорма, от региона выращивания, потому что, естественно, разные корма в разных регионах растут по-разному. Поэтому подобрать рацион под абердин-ангуса очень легко, и это максимально экономически выгодная порода для мясного скотоводства. Почему именно абердин-ангусская порода? Потому что они очень хорошо адаптируются к любому климату, они прекрасно выдерживают жару, они отлично себя чувствуют морозы, ветер и достаточно быстро выдают максимальный выход по мясу. То есть среднесуточный привес на породе абердин-ангус можно получать очень большой, от 2 килограмм и выше. Сейчас мы с вами находимся перед зданием убойного цеха и цеха переработки. Сюда животные попадают вот по этому скотопрогону, то есть мы их финально взвешиваем, подготавливаем к убою. Сутки животные отстаиваются на воде, успокаиваются, и дальше уже по всем правилам халял животное забивается. Это мы сейчас с вами внутри все посмотрим. Это у нас цех обвалки и переработки, где происходит уже разделение, то есть отделяем кости отдельно, мясо отдельно, труба отдельно, согласно технологическому процессу, согласно заявкам наших клиентов. Здесь у нас находится отруба на сухом созревании, которые уже после этого разделываются на разные виды стейка, в зависимости от части отруба. То есть либо это тибон стейк, либо рибай. Мы с вами проходим дальше в цех формировки заказов. То есть то место, откуда уже происходит отгрузка товара в наш магазин, нашим клиентам. Здравствуйте, вы пришли в наш мясной бутик. Здесь продается у нас абердин-ангус мясо. Очень вкусное. Сейчас мы вам все расскажем и объясним про наши мраморные стейки и мраморную говядину. Ангус более нежный, а ангусские стейки очень вкусные, потому что они идут мраморные. И у них особый откорм у нас идет. Что это такое мраморная говядина? Мраморная говядина, когда мясо режете, на среде образуются жировые прослойки. Это и есть мраморная говядина. Чтобы наши клиенты, наши гости попробовали дома наши стейки и мясо.
чтобы ее сделать мраморной, это приходится очень кровопотливый, тяжелый труд. Особой популярностью являются рибай стейки у нас. Посмотрите, пожалуйста, вот он рибай стейк ангус. Он очень, мраморность у него высокая, хорошая. Люди у нас его очень берут хорошо. Привозят к нам в магазин, берут наши рестораны города.